год для Хакасии оказался богат на театральные праздники. В июле прошел 12-й международный эколого-этнический фестиваль театров кукол Черчаяна. В сентябре республика встречала уже участников первого международного фестиваля спектаклей малых форм «Читыген-фест». Его придумали артисты небольшого хакасского театра драмы и этнической музыки «Читыген». При поддержке правительства Хакасии и Министерства культуры инициатива развернулась до колоссальных масштабов. Фестиваль объединил актерские коллективы Белоруссии, Азербайджана, Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Чувашия, Калмыкия и, конечно, Хакасия. Мы действительно очень рады попасть на этот фестиваль. С Ириной Васильевной мы познакомились в Калмыкии, и это действительно такая получилась дружба у нас. И вот нам Ирина Васильевна сделала такое предложение. Мы, конечно, не могли отказаться от него, нам было очень интересно и очень приятно встретить здесь и друзей из Калмыкии, и вот, как выяснилось, еще представителей, с которыми мы встречались ранее. Идея этого фестиваля, она не просто как бы такой междусобойчик. Но нам пришлось специально для этого фестиваля и создавать спектакли. Я хочу пожелать как бы белой дороги фестивалю. Важное, мощное мероприятие. Тем более, что со стороны правительства, со стороны главы Республики Хакасия этому уделяется повышенное внимание. И сегодня мы вас принимаем в нашей юрте. Это тоже определенная дань, так скажем, поддержки национальной культуры, ее развития. А актерам нужно двигаться, нельзя стоять на месте, нужно все время куда-то двигаться. И в прошлом году, когда мы были в Элисте на фестивале, мы пообщались и решили 35 лет театру Читыген. Ну и давайте вместе соберемся и сделаем фестиваль. Ну, здорово, все поддержали. Так и случилось. Празднование юбилея и открытие фестиваля объединились в одно большое торжество на сцене Национального центра народного творчества имени Кадышева в зале «Аншлаг». Что пожелали Читыгену в 35? Ну, чтобы еще молодой возраст, пускай еще больше сил набирают. Мы ходить будем, смотреть, интересоваться. Чтобы они как можно дольше нас радовали, чтобы они как можно больше развивались. И нам на самом деле приятно ходить на эти спектакли. Я бы им пожелала процветания, дальнейшего роста. Вся деятельность театра, она направлена на сохранение, на развитие нашей хакасской культуры. И театр с этой миссией успешно справляется. Мы приняли решение, и со следующего года театр получит статус национального. Национальный театр – воплощение культуры, языка, традиций народа, который его создал. И все это театр дарит зрителю, духовно развивая его. Новость о перспективах присвоения важного статуса Читыгену публика приняла с ликованием. Также бурно встречала овациями и актеров коллектива. Им в этот вечер государственные награды правительства Хакасии, благодарности Министерства культуры и республики, им и подарки от коллег-участников фестиваля. И главное – творческие номера. И вот фестивальные дни уже колесят по сценическим площадкам Абакана. Первыми зрители увидели постановку коллектива из Бурятии. Спектакль на национальном языке, но синхронный перевод помогает понять эпическое действо. О богатыре Сагаде, его мудрой сестре Ногоде. Это имена их, да? То есть это как сказание, которое вот у каждого народа существует древний эпос. Это наша проба, творческая проба, исследование, как же сегодняшнему современному зрителю подать тот древний эпос. А это уже сцена драмтеатра имени Лермонтова. Моноспектакль по мотивам романа Пушкина «Евгений Онегин» в постановке Чувашского государственного тюза имени Сеспеля. В прокате в Чебоксарах пьеса меньше полугода, но уже полюбилась публике. Мне поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами. Внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнее гаснуть, вот блаженство.
спектакль интересный в плане того, что он более современный, можно сказать. То есть мы все-таки исходили из того, что именно сегодняшняя молодежь как смотрит на жизнь, то есть какими глазами. И то есть здесь нет такого временного пространства. Мы не берем 200 лет назад пушкинское время вот это. То есть потому что язык пушкинский, то есть если сегодня его читать, он абсолютно, то есть сегодняшний текст. Со школьной скамьи, конечно, классики так. Ну, это уже современный подход. Решение режиссерское интересное. Актер очень интересный. У меня слов нет, у меня эмоции. Настолько божественно, наверное. Очень необычно был показан. Очень здорово. Я первый раз такое видела. От творчества Пушкина к Булгакову переносят публику артисты Белорусского государственного академического театра юного зрителя. «Мастер и Маргарита», спектакль-концерт, спектакль «Абсурд», драма, фантастическая сказка. У режиссера особое прочтение романа, и, очевидно, залу оно нравится. Мне понравилась последняя сцена, где было признание о том, что они умерли уже. О смысле жизни, о ценностях. То, что у каждого свои ценности, и каждый по-своему их переживает. Я учитель литературы, я знаю произведение, но как был он поставлен спектакль на сцене, это такое новое прочтение абсолютно. Я была удивлена, что такой молодой режиссер, девушка замечательная, это талантливый человек. Много нового. Самое главное, мои дети, которых я привезла, они в восторге. Вот вчера критики нас обсуждали и сказали, что они шли и очень волновались, потому что, как правило, «Мастер и Маргарита» ни у кого не получается. Критики сказали, что у нас получилось. А получилось потому, что мы взяли только одну линию. Мы взяли линию любви Мастера и Маргариты. В репертуаре Читыгена 120 постановок на хакасском и русском языках по пьесам национальных, российских, зарубежных авторов, сценические интерпретации хакасского эпоса. На фестивале коллектив представил премьеру «Сквозь снег» – трагикомическую притчу по мотивам произведения японского автора Кобо Абе, режиссер Тимур Кулов, композитор Арыслан Чебадаев. Герои спектакля – пассажиры поезда, мчащегося сквозь снежную бурю. У каждого своя жизненная история, которые вместе создают единую сюжетную линию. Спектакль, конечно, очень такой многогранный, необычный для наших артистов, в том числе и для меня. Это было очень так интересно работать над этим. И критики сказали, да, это очень сложная форма такого постановки спектакля. Но мы, тем не менее, попробовали. 8 спектаклей малых форм, компактных и по числу актеров и декораций, при этом очень метких и содержательных, отражающих культуру народов, в течение недели шли в Абакане. И это был не просто дебютный показ на хакасской сцене, но и конкурс. Каждую постановку оценивало жюри, в составе которого известные деятели культуры, искусствоведы, театральные критики. Номинаций 6. Лучший исполнитель женской и мужской роли, лучшая режиссерская работа, лучшее музыкальное оформление спектакля, лучший спектакль, лучший ансамбль и 4 специальных приза критиков. Программа фестиваля собрана отличная, сложно, есть хорошие спектакли. Нам жюри будет трудно выбирать. Хочется поблагодарить всех, включая в первую очередь директора Ирину Васильевну, которая собрала эту программу, собрала нас всех здесь и организовала такой потрясающий фестиваль. Мы посмотрели прекрасные, изумительные, талантливые спектакли. И от этого наша работа была очень сложная и требовала от нас действительно глубокого погружения в материал. Что очень ценно лично для меня, я думаю, для моих коллег, это то, что в афише фестиваля была представлена современная пьеса. Именно пьеса, которая написана за последние даже не десятилетия, а за последние пятилетия. Очень отрадно то, что на фестивале представлены были спектакли об эпической культуре. Финальный фестивальный день актеры и комиссия провели на лоне природы в юрточном комплексе в живописной долине Кюк в Аскисском районе. И вот время подведения итогов конкурсных дней. Премию за лучшую женскую роль присудили актрисе из Беларуси Вере Поляковой, исполнительнице роли Маргариты. В номинации «Лучшая музыка к спектаклю» победила постановка «Эрдине» из Республики Алтай. Лучшей режиссерская работа стала «Не бойся быть счастливым» Саяны Ултургашевой, режиссера Национального драмтеатра имени Топанова. Приза в номинации «Лучший актерский ансамбль» удостоен театр Читыген, а артисты из Калмыкии увезут домой сразу 2 диплома – за лучшую мужскую роль и гран-при «Лучший спектакль».
«Чудесная планета» спектакль. Это наш автобиографический спектакль про нашего поэта калмыцкого Константина Ренженова. И для меня сейчас это, наверное, в 2 раза волнительно, потому что Константин Ренженов с одного поселка, ну то есть мы с одного поселка. И вы играли его? Да. Задача одна у меня всегда – отработать, сделать свое дело и все, а там уже на суд жюри. Ну, естественно, конечно, ждешь и надеешься, что твою работу оценишь. Это, безусловно, приятно и некая ответственность. Надо держать марку, надо держать планку в дальнейшем. Мне кажется, он совпадает с сегодняшними вибрациями очень сильно. Эта тема Кобаабы, особенно пьеса «Друзья», мне кажется, совпадает, поэтому этот материал был выбран для постановки. 4 спецприза за постановки критики вручили Чувашскому, Алтайскому, Бурятскому и Тувинскому драмтеатрам. Праздник театрального искусства, первый международный фестиваль спектаклей малых форм «Читыген-фест» финишировал. Для артистов он стал площадкой для обмена профессиональным опытом, стимулом к неустанному творчеству и подарил актерам и зрителям незабываемые впечатления. А в Министерстве культуры и театре «Читыген» уже подумывают над тем, чтобы фестиваль сделать еще одной культурной традицией Хакасии.